Ухтенко пишет книгу об истории храма Прокопия Устюжского в Нючпасе. Светлана Дручинина, внучка строителя церкви Ивана Перевалова, почти 20 лет борется за восстановление этого памятника архитектуры и старательно собирает информацию о нем по разным уголкам страны. Виктория Науменко о новых, пока неизвестных страницах прошлого. О том, что именно ее дед построил церковь в Нючпасе, Светлана Дручинина узнала случайно, уже будучи взрослой, от сводной сестры. Женщина восприняла эту новость не иначе, как знак свыше. Будучи журналисткой по образованию, решила собрать и сохранить всю информацию о храме в Нючпасе и его строителе. Она говорит: Свет, а ты знаешь, что дедушка-то наш церковь построил? Я говорю: как церковь построил? Вообще, папа нам никогда не говорил. Но, видно, было такое время, говорить нельзя было. Он еще партийный был. Ой, у меня сердце, как будто я, не знаю, так мне это ударило. Ну вот я пошла потихонечку по библиотекам, по архивам вот искать. Это сейчас на кнопочку вот нажал, пожалуйста, все тебе сведения. А я, сколько я в Сыктывкар ездила, в библиотеке, архивы все лопатила. Здесь нашла вот атлас Коми края, сведения об архитекторах. Нашлись и добрые люди, которые не оставили пенсионерку с ее большой работой и предложили помощь. С набором текста и верстка Светлане Дручининой помогает коллега, член Ухтинского клуба «Краевед» при Центральной городской библиотеке Татьяна Векшина. Сколько сделано ей работы, сколько в конце книги я ее уговорила, да мы переместили всю переписку, я ее отсканировала и разместила всю переписку со всеми учителями, куда она только не писала, и епископу писала, и в главе республики писала. В 2005 году Светлана Дручинина сама посетила Нючпас, сделала фото, пообщалась с местными жителями и выяснила, что восстановление храма грезит не только она. Построенный в начале 20 века без единого гвоздя, один из лучших образцов русской деревянной культовой архитектуры, храм внесен в Красную книгу объектов культурного наследия Коми. В 20-е годы прошлого века он был закрыт, колокола переплавлены. Потом здание пустовало. Время делало свое дело, и деревянная церковь разрушалась. Сейчас здание находится в плачевном состоянии. Еще в 2005-м Светлана Дручинина стала писать по поводу восстановления храма во все возможные инстанции республиканского и даже федерального уровня. А 4 года назад Нючпас посетили московские волонтеры, участники проекта «Общее дело». Активисты обследуют и помогают сохранять деревянные святыни севера. Гости определили, какие работы необходимы для консервации и сохранения здания. Визит москвичей вселил надежду в жителей Нючпаса. Теперь с четким списком необходимых работ они загорелись восстанавливать храм своими силами. Какой-то купол бы сохранить. Вот хотя бы это купол, хотя бы перекрыть, и то хорошо. Кто-то все равно сколько-то и даст, это все равно поможет чем-то. Сохранить, конечно, надо церковь. Тем временем Светлана Дручинина завершает книгу о храме. Остались последние штрихи, информация о священниках Нючпасской церкви. Я просто обращаюсь ко всем жителям Республики Коми. У кого-то остались дети, внуки, правнуки, пожалуйста, найдите. Вот я книгу написала, но чтобы священники по Нючпасской церкви, хоть несколько вот этих. Время еще терпит. Внучка Ивана Перевалова очень надеется закончить книгу о храме, построенном ее дедом, как раз к восстановлению святыни. Шансы есть. В ближайшее время в Нючпасе наконец начнут восстановление. На днях церковь Прокопия Устюжского посетили гости из храма святого преподобного Сергия Радонежского в Обьячево и заявили, готовы содействовать. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.